Руслан, давай обсудим благотворительность. Вот сейчас в интернете очень много объявлений с просьбами спасти ребенка, котенка, инвалида, старика. Вот что у меня, понимаешь, у меня много эмоций это все вызывает. Вот, например, вопрос, а кого спасать в первую очередь? Кому в первую очередь деньги отправлять? Что по мне, то я понимаю призывы помочь, когда идет речь о конкретных людях либо проектах, которых я знаю достоверно и лично. Вот тогда у меня возникает желание помочь действительно. Поэтому в такой теме, как благотворительность, огромное значение имеет доверие, которое вызывает его лицо этого проекта либо фонда. Я не знаю, например, вот Чулпан Хаматова, да? А вот, например, комментарии в интернете, которые говорят, почему мы должны скидываться на благотворительность, если у нас есть государство, почему государство эти вопросы не закрывает? Что ты заладил опять? Государство. Я говорю о мнениях вот людей как в начинают интернете. речь идти о какой-то социалке, там, будь то сироты, инвалиды, старики, сразу где государство? Но есть сферы, у которых до государства просто руки не доходят. Мне вот запомнилась фраза одного из наших гостей, общественницы, выпуск был про особенных детей, где она сама сказала, что мы как раз занимаемся тем, до чего у государства руки не доходят. И это нормально, так и должно быть. Понимаешь? Но все равно вопросов много, Руслан. Вопросов много. Давай посмотрим сюжет, который мы подготовили. И обсудим. О благотворительности Земфира Сулейманова может рассказать немало. Ее история как чудо из фильма. Серьезные проблемы с позвоночником с рождения, сбор огромных средств, процедуры, операции и реабилитация. Благодаря помощи неравнодушных людей она не просто смогла жить полной жизнью, но даже стала чемпионкой России по плаванию и могла попасть в паралимпийскую сборную страны. Да, плавание профессионально. Потом я ушла в фехтование. Из фехтования я тоже ушла. То есть профессионального спорта сейчас как такового в моей жизни нет. Но я занимаюсь плаванием на открытой воде. Сейчас Земфира помогает Уфимскому хоспису как автоволонтер. Развозит все самое необходимое нуждающимся, а их в городе очень много. Благодаря поддержке людей, которые находятся рядом, появляются силы идти дальше, что-то делать. Ортопедический матрас Земфира передает Эльвире Галимуллиной. Ее младший сын Шамиль страдает редчайшим генетическим заболеванием – Меллос-синдромом. До 10 лет проблем со здоровьем у него не было, а затем недуг проявился и начал прогрессировать. Сначала перестали ходить, нам выдали коляски. Он не садился категорически, потому что он говорил: я не инвалид. Через месяц мы перестали разговаривать. Вот как 1,5 года мы уже вообще не разговариваем. После страшного известия семья осталась с проблемой 1 на 1. Помощь благотворительного фонда и Уфимского хосписа спасла не только материально, но и психологически. Отношение к благотворительности после этого сильно изменилось. Оказывается, нас много, вот как мы столкнулись, да. Я не думала, что такое количество людей. Вообще у нас, у меня такое чувство, что у нас особенных больше, чем здоровых. Сейчас Шамиль может общаться с мамой только с помощью клавиатуры. Он может набирать буквы. Мальчик все слышит и понимает. Он всегда рад гостям, особенно когда приходят его бывшие одноклассники. Он очень радуется, когда к нему приходят одноклассники. Они нас поздравляют. С 23 февраля мы вот на Новый год. Они, естественно, выше ростом, уже большие такие ребята приходят. Радуется он и приезду Земфиры Сулеймановой. Эти моменты общения самые счастливые. Шамиль чувствует, что, несмотря ни на что, его всегда окружают забота и любовь. Привет! Как дела? Да, обниматься. В Кудеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов Ольга Римаренко заехала повидать дядю Мишу. 3 месяца назад волонтеры фонда «Дорогие мои старики» взяли под свою опеку этого 77-летнего одинокого мужчину, который жил по каким-то причинам в полуразвалившемся доме, не имел даже паспорта и из-за катаракты ничего почти не видел. Вот, на 2 глаза даже операцию помогали делать. Вы не видели? Нет. Благодаря Ольге и спонсорам ее фонда дяде Мише сделали операцию. Он стал видеть на 100%. Республиканский центр социального обслуживания населения помог с восстановлением документов, пенсии и размещением в доме-интернате. Таких историй с брошенными пожилыми у Ольги много. Кроме индивидуальной локальной помощи, Ольга собирает одежду, средства гигиены, сладкие подарки, которые так актуальны на Новый год. Это больше душевная потребность, чем физическая, либо какая-то материальная. Ну да, конечно, мы устаем. Но вот, слава богу, муж помогает. Выходим, выезжаем. Очень много людей, которые... У нас интернет-волонтеров очень много, которые все ситуации контролируют с пожилыми людьми. Требуется помощь и тем, кто остался без крова. Лейла Афанасьева однажды решила помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и теперь регулярно привозит вещи нуждающимся. Просто в один день. Просто взяла и пришла, не ожидая ничего.
не ожидая, когда меня кто-то позовет. Для того, чтобы что-то делать, нужно просто самой захотеть. Место и время встречи все уже знают. Возле церкви на улице Вокзальной во время раздачи еды. Из привезенных продуктов здесь готовят горячие обеды. Всегда нужны одежда и обувь. Многие желающие помочь средствами и вещами присоединяются к Лейле через социальные сети. Благотворителей немало, но тех, кому требуется помощь, все равно гораздо больше. Разные эксперты в разное время пытаются подсчитать, сколько денег люди тратят на благотворительность. Сделать это сложно, но некоторые цифры уже имеются. В России, по некоторым оценкам, массовые пожертвования населения в сумме достигают 160 миллиардов рублей в год. Это те, кто переводит от 100 рублей до 8 тысяч, плюс взносы от состоятельных граждан и коммерческих компаний в совокупности еще около 300 миллиардов рублей. Сумма складывается внушительная, сравнимая с расходами федерального бюджета на здравоохранение или культуру или спорт. Но это все примерные данные, конечно. Как, например, можно посчитать такую нематериальную помощь, как волонтерство? Как вообще обстоят дела с благотворительностью в Башкирии? Кому люди помогают с удовольствием, а кто или что остается без должного внимания? Как понять, кому реально тяжело и требуется помощь, а кто просто играет на чувстве сердоболия? На что живут сами благотворители? Удобные и неудобные вопросы милосердия обсудим сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Наш постоянный гость Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан. Ольга Власова, директор благотворительного фонда «Наши дети». И Светлана Нигматуллина, официальный представитель Уфимского хосписа. Здравствуйте, уважаемые гости. Еще раз. Тема у нас сегодня непростая, но очень важная. То, что касается вашего фонда, Ольга, какая у вас специализация? Расскажите, пожалуйста. У нас две основные программы. Это наставничество для подростков из детских домов, когда взрослый человек становится наставником одному подростку, и индивидуально в паре они дружат длительное время, часто встречаются. Это с целью социализации детей из детского дома. И второй проект – это предоставление нянь, которые ухаживают, заботятся о маленьких детях от рождения до 4 лет, которые находятся в больницах одни. Это либо изъятые из неблагополучной семьи, либо они из дома ребенка направлены в больницу на лечение или операцию. Ольга, вот скажите, пожалуйста, очень часто люди приходят в благотворительность, сами столкнувшись с тяжелой жизненной ситуацией. Вот у вас как было? Да, наверное, так и есть. Я просто была волонтером какое-то время, и когда у меня родился ребенок, я столкнулась со случаем, когда маленький ребенок лежал в больнице один, без родителей, и медсестры попросили помочь, и вот с этого началась моя такая волонтерская деятельность. Но когда она уже разрослась до таких масштабов, что своих средств не хватало, то мы, как волонтерская инициативная группа, зарегистрировали фонд. И так и пошло. То есть это не было запланировано, это просто жизнь привела. Понятно, спасибо. Ленар, скажите, пожалуйста, вот насколько у нас в Башкирии мощно распространена система фондов благотворительных, да, и где вот эта вот граница между ответственностью государства и благотворительностью? Есть она вообще? Ответственность распространена, я бы сказала, достаточно широко. Вообще, если количество фондов оценить, то получается примерно половина в городе Уфе, а остальные по республике. То есть сказать, что у нас прям какие-то географические бреши есть, я бы так не сказала. И вообще в целом некоммерческий сектор в нашей республике развит достаточно хорошо. По оценкам за 2020 год Минэкономразвития буквально на днях подвело итоги, рейтинг регионов, мы на 5-м месте. То есть у нас действительно профессиональный, такой достойный некоммерческий сектор, и большая часть его – это именно благотворительная деятельность. А вот есть ли какие-то... А вот насчет грани, вот то, что... Да, допустим, конкретный вопрос, да, есть ли какие-то слепые зоны, которые наш некоммерческий сектор не охватывает? Да, конечно. Я считаю, что это вообще всей стране характерно. Причем это характерно именно для России. Не заниматься, это как вот стигматизация такая, то есть это как бы постыдные какие-то темы, например, там, инфицированными ВИЧ, да, то есть у нас как-то вообще не принято этим заниматься. У нас очень мало фондов, которые занимаются стариками. Слава богу, дорогие мои старики, Ольга Римаренко, взялась, и продолжение фонда «Старость в радость»
журналист московского. Это вот прямо великолепно, потому что это была вообще слепая зона, абсолютно незаполненная ниша. У нас практически, ну, можно сказать, нет НКО, которые занимаются бездомными. И вот как-то в основном это дети-инвалиды, это дети-сироты. То есть это вот как-то вот... А взрослые, которые в какую-то сложную ситуацию попадают там в связи с потерей работы, которые нуждаются в психологической помощи в связи с тем, что там родственник болеет. И много разных ситуаций, которые приводят к трагическим в итоге последствиям там, в семье. И этим людям нужна помощь. Получается, фактически ни государство не подхватывает, ни НКО нет в этом. И они остаются без внимания. Да, то есть, к сожалению, есть слепые зоны. Но есть же понятие, что вот взрослый человек, он же может сам себе помочь. Вот как вот с этим? Ну, вы знаете, вот эту ситуацию с пандемией, например, ну, никто не мог предвидеть, да, и мы видим, как много, в общем-то, ну, так скажем, психологических последствий, и даже, можно сказать, и психических по результатам этого, да, то есть очень бывают ситуации, когда, ну, в общем, у государства нет никаких готовых рецептов, и, как, ну, я на говорю, каждую что, ситуацию реагируют индивидуально, да? Да, и НКО тоже, скажем, не во всех сферах активно развиваются. При этом однозначно НКО – это более гибкая, более такая оперативная форма реагирования на запрос, который, ну, возникает как бы, да, в жизни. Давайте перейдем к одному из самых известных благотворительных проектов в нашей республике. Это хоспис. Да? В последнее время он на слуху постоянно. Как раз им занимается, мы правильно понимаем, и республика, ну, государство в лице республики, и общественность. Да? Скажите, пожалуйста, Светлана, насколько активно вам помогают люди? Вообще хоспис – уникальный проект, который реализуется в России по такому стандарту, очень правильному. Уфимский хоспис именно. Не только уфимский, а вообще хоспис и паллиативная помощь, они реализуются по очень правильной схеме, в которой есть и власть, и общество, и медицина. Если бы все вот сферы благотворительности были таковы, мне кажется, НКОшкам было бы гораздо легче работать. И люди помогают охотно помогает власть, охотно помогают физлица, юрлица. Конечно, в это время, когда мы начали работать, это был 2019 год. Вы представляете, да, на следующий год пришла пандемия. Стало сложно очень всем. Все силы благотворительности стали направляться на помощь ковид-госпиталям, да, на помощь людям, которые пострадали с этой историей, которая в каждый дом сейчас зашла. Да. Но, тем не менее, можно говорить о том, что наш проект достаточно хорошо поддерживается. Мы не можем сказать, что нас кто-то обделил вниманием. Спасибо, мы вернемся к нашему разговору буквально вот через несколько минут. Как разные люди относятся к благотворительности, почему одним важно помогать, а другие искренне не понимают, почему это важно делать. Посмотрим, обсудим. Строительство уфимского хосписа – один из важнейших благотворительных проектов в республике. Его появление в Башкирии ждали много лет. Строим хоспис в Уфе для того, чтобы каждый неизлечимо больной человек, старик или ребенок, получили эту важную, нужную помощь даже без необходимости о ней просить. То есть нам очень хочется выстроить системную поддержку в целом паллиативных жителей республики, которых сегодня больше 24 тысяч. Помочь строительству и подопечным хосписа можно, подписавшись на сайте учреждения на рекуррентный платеж. Важна любая сумма. Когда этих людей много и этих регулярных пожертвований много, то, как известно, копейка рубль бережет. Они складываются в очень приличные суммы денег. Никакая сумма благотворительности не бывает малой. Для человека это его посильный вклад. Волонтерство составляет значительную часть благотворительности. И это может быть очень разный вклад. Ведь это может быть и волонтерство, то есть мы просто приходим и помогаем своим временем. Это может быть помощь, которая называется пробона, помощь своими профессиональными навыками. Можно быть переводчиком, можно быть дизайнером, можно быть юристом, можно помогать с аудитом. Подарить эмоции тоже может быть благотворительной миссией. У фонда «Территория счастья» много проектов, направленных на поддержку материнства и детства, главный посыл которых – вдохновить на перемены. На данный момент мы от бывшего мужа своего скрываем, потому что мы его очень сильно боимся. На съемной квартире все окна разбивал. Он ровно месяц нас морил голодом. Ни еды, ничего. Я же не работаю с детьми дома. Я 10 лет дома сидела. Потом один прекрасный день он начал издеваться. Я думаю, все равно хорошим не закончится. Либо убьет, либо позвонила маме, говорю, без вещей, без ничего. Вызвала такси и уехала.
Эта женщина нашла в себе силы расстаться с супругом-тираном. Пришла на преображение в проект «Территория женского счастья», чтобы вдохновиться на новый шаг теперь в карьере. Конечно, мы получали отклик от наших женщин, и когда мы видим их горящие глаза, когда мы видим изменения в их жизни, когда мы видим изменения в их ощущении себя, то, конечно, это радует. И если хотя бы несколько женщин стали чуть-чуть счастливее, то мы рады и будем продолжать это делать. Скажите, пожалуйста, вот насколько призыв первого лица республики оказать помощь проекту хосписа повлиял на готовность людей тоже помогать? Ну, очень трудно оценить, потому что материально помогать. Нам не приходят пометки, да, что мы пожертвовали, потому что Ради Фаритович сказал пожертвовать. Но, конечно, когда глава рассказывает об этом в своих социальных сетях, приезжает к нам, есть повышение активности. Как бы оно есть и в другие дни. Разумеется, это очень для нас важно со стороны имиджа, потому что это гарант того, что мы честная организация, да, когда глава региона говорит об этом. И для нас очень важно, что власть подняла эту проблему, которая так долгие годы замалчивалась. Очень долгие годы мы шли к тому, чтобы в Уфе появился хоспис. Любая некоммерческая организация, любая, скажет о том, что мы там по 5-6 лет ждали, когда наконец-то этот проект сдвинется с мертвой точки. Потому что у любой НКО есть пациент, которому он уже помочь не может. И он не может его вести в силу своей уставной деятельности. Например, ребенка спасают от онкологии, собирают ему деньги, но, к сожалению, его заболевание становится неизлечимо. Фонд не может ему больше помочь ничем. Что делать этому ребенку? Идти к нам. Вот мы уже начали говорить об этом в начале выпуска, да, о мотивации, да, что двигает людей к благотворительности. Понятно, что они на этом не зарабатывают. Понятно, что это не коммерческая история, и что это не бизнес, да, но какая-то мотивация у них должна быть у тех, кто занимается благотворительностью. Ну, скорее, это какое-то ощущение несправедливости, что так не должно быть, так не должен быть устроен мир, в котором мы живем. И если я могу что-то изменить, почему бы не изменить к лучшему? Ольга, а легко вообще собираются деньги на вот те направления, над которыми вы работаете, на нянь? Легко ли соглашаются люди становиться волонтерами для подростков из домов? Это сложное такое слово, нельзя сказать и легко, и нельзя сказать тяжело, да, это нельзя оценить, да, но свои цели мы достигаем, то есть какие мы планы себе ставим, мы их достигаем благодаря своей там эффективной работе команды. Вот. Это, конечно, нелегко, но, с другой стороны, я не могу сказать, что у нас какие-то неотзывчивые люди, равнодушные, не хотят, и мы бегаем, ищем денег и не можем их найти. Всегда находятся люди, готовые нас поддержать. А кто эти люди? Вот можете немножко Это обычные люди. Ну, наш фонд в основном фандрайзинговый, то есть большинство средств мы привлекаем пожертвованиями от частных лиц. Это бывает 100-500 тысяч рублей и много-много, несколько тысяч у нас есть жертвователи. Большинство из них делает пожертвования регулярно. То есть не так, что они увидели пост в соцсети, пожертвовали и забыли. Таких очень мало. В основном люди знают уже о проекте, вовлечены в его решение и более-менее с регулярностью с какой-то делают свои пожертвования. То есть они сторонники решения этой проблемы, такие же, как и мы. Вот я точно знаю, да, что очень многие наши сограждане опасаются делать благотворительность, потому что не хотят нарваться на мошенников. Их очень много. Ну, согласна. Слишком много направлений, куда вот люди собирают деньги. И Слушай, собирают кто угодно, на что угодно. Вот. И хочется все-таки спросить, есть ли какие-то... Как удостовериться, что эти деньги точно пойдут на благое дело? Вот главный вопрос. Вот главный вопрос. Да? Давай поговорим об этом. Не переключайтесь. Смотрите во второй части программы. Это бывает дороже денег. Это был позор, стыд. Мне реально стыдно за этих людей, то, что они сделали. Хотя должно быть было стыдно вот этим мошенникам. Благотворительность – это обязательно все, что дальше денег. Это то, что дает тебе уйму эмоций. Хочется, чтобы было еще лучше.
В эфире БСТ, программа «Честно говоря». Ставим неудобные вопросы и называем вещи своими именами. И сегодня мы обсуждаем философские и меркантильные вопросы милосердия. Работы благотворительных фондов мы так или иначе касались в разных наших программах. О сиротах, престарелых, инвалидах. Сегодня говорим о самих людях, которые там работают, о волонтерах и тех, кто просто им помогает. К сожалению, под видом благотворительности часто выступают мошенники. И мы не можем об этом не поговорить. Как распознать манипуляцию? Давайте посмотрим. Методы, которые используют злоумышленники для получения легких денег, сейчас становятся все более изощренными. Теперь они через социальные сети сообщают о страшной болезни или даже смерти вашего родственника. Загвоздка состоит в том, что человек, про которого выкладывается пост, жив-здоров и даже не знает о своих болячках. Утро у Лили Курамшиной началось со шквала телефонных звонков. Массово звонили друзья, знакомые и спрашивали о здоровье мамы. Все они прочитали в Инстаграме, что на родительницу упала кастрюля с кипятком, и Лиля срочно собирает деньги на ее операцию. На самом деле аккаунт девушки взломали хакеры. Это был позор, стыд. Мне реально стыдно за этих людей, за то, что они сделали. Весь день я отвечала на сообщения. Я пыталась вернуть свой аккаунт. Самое главное, что отличает мошеннические посты от всех остальных. Они скрывают комментарии под своими постами, да, ну, чтобы те, кто в курсе того, что происходит в моей жизни, не написали: эй, это обман, ничего не приводите, Лилию взломали. Аккаунт Ирины Карипановой в Инстаграме подвергся атаке хакеров. Злоумышленники разместили объявление о том, что ее ребенку нужны деньги на операцию. Все было настолько правдоподобно, что в эту историю поверили даже самые близкие. Хорошо то, что обо мне переживают, то, что обо мне заботятся, то, что есть у нас добрые люди, но в то же время мне стыдно, самой почему-то стыдно, хотя должно быть было стыдно вот этим мошенникам за то, что они вот так вот делают. Один из тех, кто перевел мошенникам деньги, был Руслан Батрединов. Ирину и ребенка он знал лично, но по какой-то причине не стал звонить и расспрашивать. Сергея я знаю давно, можно сказать, с рождения. И тот текст, который был реально хорошо составлен, то есть он давил на эмоции, и там было практически невозможно перевести, потому что я его знаю давно. Следовательно, энные деньги были переведены, можно сказать, не думая с утра. Юристы говорят, что защитить от взлома поможет бдительность. Советуют пользоваться только проверенными сайтами. Кроме того, не стоит переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать непроверенные приложения на свои устройства. Если вы сталкиваетесь в сетях с информацией, что кому-то на что-то нужны деньги, очень просто проверить, действительно или нет. Там есть контактные данные, есть данные, допустим, благотворительных фондов, которые занимаются конкретной проблемой. Напрямую деньги, я могу сказать честно, всегда более опасно перечислять, потому что именно эта форма используется мошенниками для того, чтобы получить, похитить, скажем так, денежные средства. Полиции добавляют, что если вы уж и хотите кому-то помочь и перевести деньги, то вначале убедитесь, что у человека действительно случилось горе. Для этого элементарно позвоните ему. Ленара Хакимовна, по некоторым данным статистическим, за последние 10 лет благотворительная деятельность обычных людей, она выросла. С чем вы это можете связать? Или это все-таки просто потому, что это уже... Благосостояние улучшилось? Это благосостояние улучшилось или оцифровка улучшилась? Я думаю, что стала более технологичной возможность оказания этой помощи. Вот эти фандрайзинговые платформы, удобства типа Apple Pay, когда ты просто как с телефона либо перечисления, они все же учитываются, да? Подписки, да. Вот я, например, на 2 благотворительных фонда подписана. У меня зарплата просто ежемесячно, энная сумма уходит и все. И мне приятно. Я каждый раз получаю уведомление, я думаю, все нормально, да, там все идет. И вот это, мне кажется, все-таки основное. Мы мечтали, на самом деле, помните, я считаю, что Совет по благотворительности да, это здорово. Мы говорили о том, что нужна вот эта Я согласна. То есть, когда в 2007 году мы открывали свой фонд, чтобы пожертвовать фонд, нужно было зайти на сайт, распечатать квитанцию, пойти с этой квитанцией в банк, постоять в очереди в кассу и дать деньги. И представляете, мы собирали в каких условиях. А сейчас можно, лежа в кровати, пролистать свои соцсети, нажать 3 кнопки и сделать пожертвование. Есть очень важный момент, который мы не можем обойти вниманием. Это уровень и степень доверия к каким-то благотворительным проектам со стороны
простого человека. Ну, это не секрет ни для кого, что очень многие не доверяют, да, вот постоянному сбору денег кем-то на что-то, непонятно на что. И вот в этом плане, насколько важно, вот скажите мне, пожалуйста, насколько важно, чтобы тот или иной благотворительный проект представлял конкретное лицо, которое всем известно, которому люди доверяют, чтобы они понимали, что эти деньги пойдут на конкретное благое дело. Есть такая проблема? Такая проблема есть, и, на мой взгляд, не обязательно, чтобы это было лицо, которому доверяют. Это может быть просто фонд, который работает много лет, и ему уже доверяют. Но, вот, мне кажется, здесь самое главное, чтобы помощь оказывалась именно через организации, то есть через НКО или фонды, то есть автономные некоммерческие Что вы имеете в виду? Организации, а не на карточку конкретного человека. То есть зачастую бывает, что там пишут такой слезный пост, да, что помогите, пожалуйста. На и указывают Сберкарту, да, или там карту какого-то банка. И получается, что ты в какую-то непонятную черную дыру, да, отправляешь деньги, ты не знаешь, чем это закончилась история, куда эти деньги, никто не отчитается. Нет, никто почему? Не спросит. Они же говорят, что вот мы отчеты выложили в группе ВКонтакте, пожалуйста, кто-то выложил, зайдите, кто-то не выложил, нигде нет обязательства об этом отчитываться. Юридически проверить это нельзя. Невозможно. Мы да. отчитываемся. Фонды, там, получается, ты становишься заложником добросовестности этого гражданина. А здесь, здесь все прозрачно, здесь обязательства перед Минюстом насколько прозрачно деятельность Если вернуться к фондов? вашему вопросу про лицо, да, благотворительной организации, лицом ведь тоже обмануть можно, да? Безусловно. Да, вот. Безусловно. Самое главное, чтобы не попасться на мошенника, нужно думать, когда ты делаешь не эмоции, да, а рассуждать. Как мы когда покупаем пылесос, мы же читаем отзывы, да, изучаем другие варианты и так далее. И вот здесь, когда ты участвуешь в благотворительности, важно тоже вот этот отбор с холодный критический взгляд, да, вот эту ступеньку не пропускать, не вестись сразу на эмоцию, а подумать, кому я, почему, какие данные, что я знаю про этих людей, про этот фонд или про этого человека. Вы знаете, вот такой, тоже, опять же, такой щепетильный вопрос, да, существует ли конкуренция среди благотворительных фондов, потому что благотворителей, способных оказывать крупные пожертвования, не так много, да? Если думать, что количество пожертвований, которые есть в мире, оно какое-то ограниченное, и мы за них боремся, да, фонды, то это не так, да? Вот этот объем пожертвований еще сильно не выбран. Вот по этому же вопросу, да. По этому же вопросу я вообще считаю, что нам удалось в республике, в принципе, вообще к теме благотворительности поднять интерес, да, то есть очень много появилось мероприятий, благотворительных концертов, фотосессий, каких-то акций и проектов. Возможность оказывать помощь для многих людей – это тоже самореализация. И это определенная зрелость общества, которая демонстрирует то, что мы видим сегодня. Общество становится более зрелым, и второй половиной и стороной благотворительности является волонтерство. То есть это когда ты свое время отдаешь. Это и в проекте с ребенком-сиротой, когда ты тратишь свои силы, время и так далее. Когда ты идешь в паллиативное отделение, там, переворачиваешь, моешь человека, там, то есть физически помогаешь. Это бывает дороже денег. Это бывает дороже денег. Бывает дороже денег. И вот это волонтерство, оно тоже у нас растет. Скажите, пожалуйста, Ольга, наверное, к вам вопрос. Вот милостыня – это благотворительность, и бывает ли так, что вроде бы помогли, а нехороший осадок остался? Нет, милостыня не благотворительность, потому что она заканчивается на том, когда вы дали деньги. А что с этими деньгами происходит дальше, как не они вашей влияют, компетенции. Да? А благотворительность – это ведь, если я тут больше про морально-этическую сторону. Вроде бы помогли, рублей, а вот неприятно. Нет, не помогли, потому что вот я возьму 1000 рублей и положу рядом с ребенком. Поможет это ребенку? Нет, да? Даже если я памперс куплю, положу памперс, опять не поможет. Нужен, чтобы пришел человек, который этот памперс надел, да, и его утешил, когда он плачет и так далее. То есть благотворительность – это обязательно все, что дальше денег. Как эти деньги израсходованы, это вот только как они вообще меняют ситуацию, да, как грубо говоря, изменилась ситуация. А вот есть люди, которым вы помогаете, а после того, как, а они вот, может быть, еще больше
просят, или вот как-то не очень адекватно реагируют и считают, что им должны помочь. Вот есть вот такая ситуация? Ну, бывает, конечно, ведь все люди, ведь мы же так не говорим, принесите справки, что вы идеальный человек, и тогда мы вам будем помогать. Мы же помогаем всем, это же справедливость, а не оценка человека. Да? Возможно, человек и попал в тяжелую ситуацию жизненную, что он далеко не идеальный человек. Конечно, но да. это не повод, чтобы ему не помогать. Спасибо большое. Но вот сегодня работа в сфере благотворительности вышла на профессиональный уровень. Этому учатся. Есть даже новая специальность – фандрайзер. Кто это и какое будущее у новой профессии? Посмотрим, обсудим. Привлечь деньги на благие цели, занимаясь приятными вещами в хорошей компании. Это не рекламный слоган, а работающая стратегия Ирины Лобаевой. Она единственный в республике фандрайзер. Это, по сути, человек, который собирает средства, необходимые для реализации программ фонда. В частности, Ирина помогает организации «Потерь нет» и Уфимскому хоспису. Эта акция называется «Кофе с волшебством». Каждый посетитель, который приходит в кафе, он к своему заказу может добавить любую сумму. Эта сумма будет в помощь ребятам, нашим подопечным с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение в отделении онкологии Республиканской больницы. Ирина рассказывает, что фандрайзер – это призвание, которое перерастает в профессию. Занимается этой деятельностью девушка уже 5-й год, привлекает все больше людей. В первую очередь, это родственники и знакомые. Говорит, чтобы стать настоящим профессионалом, нужно, например, не только быть общительным и целеустремленным, но и подкованным в юридической или медицинской сферах, что помогает не только решать проблемы подопечных фонда, но и уберечься от мошенников. Нам предложили разместить баннеры по городу. Написала нам организация на почту, что мы предлагаем вам помощь, и мы заказали баннеры, оплатили, получается, их печать, размещение. Но на самом деле это оказались мошенники, даже благотворительные фонды попадают на такую историю. А как правильно-то? Как вот... как убеждать? Как убедить? Вот мне кажется, что вот нужно помогать, да? А как вот мне убедить ближайших своих друзей, родственников? Мне кажется, лично вот люди доверяют людям, я очень люблю эту фразу, потому что, может быть, убеждать и не нужно. Когда дело это является частью твоей жизни, те люди, которые по-настоящему близки к тебе и внимательно относятся к тому, что ты делаешь, они потихоньку, кто-то дольше, кто-то быстрее начинают притягиваться к благотворительности. Я сужу по себе, сужу там, по Радмиле Сурначевой, по девочкам из команды. Наверное, каждый так скажет, да? Но неужели твой супруг, если он видит, что ты работаешь с душой, что ты работаешь с любовью, что это не просто работа для тебя с 9 до 6, не захочет в какой-то момент понять, что ж там такого классного-то в этом хосписе, что у тебя глаза горят и руки трясутся, да, что ты готова в субботу поработать. Неужели твоя мама, твоя подруга не придет к этому? И если это масштабировать, привлекать к этому людей, у которых там ни один, ни два друга, да, у которых есть аудитория в блогах, тогда и получится та самая благотворительность, которая воодушевляет, который человек приходит, потому что ему надо. Не потому что ему заставили, не потому что он хочет заплатить вперед за то, чтобы с ним не случилось, а просто потому, что это классно, потому что благотворительность – это то, что дает тебе уйму эмоций, которых нам сейчас очень сложно получить. Вот можно ли считать то, о чем ты сейчас сказала, философией благотворительности? Наверное, у каждого она своя. Наверное, каждый благотворительный фонд, каждый человек, который шел, имеет свою философию. У нас, и смею сказать, у нашей команды, наверное, она такая. То есть все, что мы можем делать свою работу с любовью хорошо и говорить об этом как можно громче. Вот эта история о том, что добро нужно делать тихо, у всех дергается глаз от этой фразы, из тех, кто работает в профессиональной благотворительности. Вот это очень распространенное мнение, на самом деле, да, то, что благотворительность любит тишину. Почему неправильно? Объясните. Вот давайте объясним скептикам, почему неправильно не говорить, что ты помогаешь. Ну вот простая история, без лирики, да. У нас есть блогеры, которые нам помогают. Да, например, вот Лиза Воротникова, у нее не такая там миллионная аудитория, она рассказывает в своем сторис, просто в сторис, о том, что нашему ребенку нужна помощь, и закрывает для него сбор. И у нас неожиданно материализуется там этот шезлонг для купания для мальчика Рамазана, мама которого надрывает себе спину, не в силах самостоятельно купать своего ребенка, да, который увешан оборудованием. Если бы она сделала это тихо, помощь была бы вот такая. Как она сделала сама это громко. Сама бы просто перевела да. там сумму, какую помощь может, вот такая. И все, да? Да, то есть это масштабирование. Тут же речь о другом. Бывают такие случаи, и очень многие наши сограждане обеспокоены этим, что люди, у которых плохая, скажем так, репутация, делают какой-то крупный взнос и опубличивают это именно в целях
поправить, улучшить эту репутацию. Вот вы как к этому относитесь? Ну, я прекрасно к этому отношусь, потому что мне все равно, какой мотив у человека, который сделал пожертвование. Он сделал пожертвование, и это, безусловно, благое дело. Другое мнение, если я смотрю со стороны и вижу такой его жест, у меня тоже остается право решать, стал он для меня лучше от этого, или его репутация для меня не изменилась, и я подумала, что это корыстный жест. Это тоже, опять же, каждый решает. Априори же не становится он от этого лучше, у него не вырастает корона. Вы как оператор просто передадите, вот эти вот деньги пустите на благое дело, и, в общем, и просто останется эмоция. Конечно. А если, например, взять хорошего человека с хорошей репутацией, который не сделал пожертвование, как вы к нему будете относиться? Так можно далеко зайти. Это ведь добровольное, пожертвование это добровольное. Каждый, и плохой, и хороший, и успешный, и неуспешный человек. Независимо от цифры и суммы, да? Да, независимо от своих мотивов, независимо от цифры и суммы может сделать этот шаг. Резюмируя наш сегодняшний разговор, на самом деле тема такая... Она и важная, она и щепетильная, но она очень важная для того, чтобы люди понимали, что это должно развиваться. Вот тут не может не быть света в конце тоннеля в такой теме, как благотворительность. Просто не может быть априори. Она есть, безусловно. Он есть, свет. Вот в чем нет он? тоннеля, вы что? Никакого Все нет хорошо. тоннеля. Вот видите, у вас уже ассоциация, да? Да. Мы не в тоннеле, у нас все хорошо. Хочется, чтобы было еще лучше. Да, абсолютно согласна. Мы уже Ура. Это общий ответ. Это общий ответ. Да. Катерина, вы что скажете по поводу... Вот вы много сказали уже о динамике развития, о направлении развития, о том, что государство уделяет этому огромное внимание, и это правильно, безусловно. Коротко, буквально в 2 предложениях, что в вашем понимании еще не хватает? Честно говоря, я думаю, что очень хорошо, что мы сегодня об этом говорим на вашей программе, потому что зачастую я слышу, как люди немножко, между прочим, вот немножко мы коснулись темы доходов людей, да, то есть у людей доходы действительно упали, то есть мы видим, к сожалению, падение доходов вот в последние годы, это даже не только в 2020 году, и оказывать помощь на самом деле для многих становится, вроде как уже в тягость, вот с точки зрения денег. Но с точки зрения вот этого удовлетворения и удовольствия, которое можно получить от того, что ты оказал помощь другому человеку, и не только с помощью денег, да, иногда с помощью своего времени, да, своих каких-то сил душевных, интеллектуальных возможностей и сил. Вот хочется, чтобы люди понимали, что это, вот сегодня уже это звучало, что это еще и удовольствие, это удовлетворение, это самореализация. Немножко помочь другому, это и себя как-то психологически оздоровить. Это где-то уже в области религии, да, очисти душу, да, совершенно смой грехи. верно. Я бы вот так не говорила. То есть про смой грехи вообще вот это про другое. Я бы вот здесь прям спорила. Знаете как? Я вот всегда так отношусь, что мы можем изменить мир вокруг себя, сделать по-другому, сделать лучше, чем сейчас есть. Как это может быть трудным или плохим? Это же хорошая возможность. Мы просто улучшаем мир. Уважаемые гости, вам огромное спасибо за предметный, конструктивный, философский и, главное, честный разговор. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Руслан, вот хороший получился разговор. Восхищаюсь я мудростью, стойкостью вот этих людей, которые работают в благотворительности. Святые люди. Как мы поняли из разговора, хоть они и святые, но все-таки они не питаются радугой и пьют там росу, да? Это живые, нормальные, обычные люди. И они нам напоминают о том, как живут и выживают те люди, которым не хватает чего-то. И вот когда мы жалуемся, да, мы часто жалуемся, надо вспомнить о том, что, грех жаловаться. Все у нас есть. Голова, руки целые, там, глаза видят, уши слышат. На свободе, в конце концов, что еще надо? Руслан, мы не жалуемся, мы критически мыслим. Вот у всех людей есть свои причины помогать или не помогать. И вот наш сегодняшний разговор, я думаю, для сомневающихся, которые, нашли для себя какие-то ответы. Не сомневайтесь, помогайте. Тебе слово. Честно говоря, зрелость любого общества и конкретного человека оценивается по его отношению к обездоленным и беззащитным детям, инвалидам и старикам, всем, кто нуждается в поддержке. И если у вас есть возможность помочь им хоть чем-то, сделайте это, даже если об этом никто не просит. Вам зачтется.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.